Итак, друзья, здравствуйте! Это рубрика «Просто тех» о технологиях для всех. В прошлом выпуске мы с вами побывали в гостях у Билет-фильма. Я вам рассказал, что такое Билет-фильм, как зарегистрироваться, ну и, в принципе, как ориентироваться. Если вы не видели прошлый выпуск, то рекомендую вам с ним ознакомиться. Ну а те, кто посмотрел, наверняка помнят, что под конец я мельком затронул новые возможности Билет-фильма, а именно детский режим. Сегодня мы более подробно остановимся на детском режиме, я вам расскажу, что это такое, как он работает, ну и эксклюзивно расскажу вам об обновлении Билет-фильма. Ну, в общем, не будем медлить, начнем. Устраивайтесь поудобней, мы начинаем. Что же такое детский режим и как он работает, как в него зайти? В правом верхнем углу у вас будет находиться такой небольшой стикер, тапнув по которому вы перейдете в детский режим. Но перед этим у вас всплывет push-уведомление. Зайдя в детский режим, вы можете, не боясь за своего ребенка, включить ему мультфильмы или фильмы, они здесь от 0 до 12 лет, оставить его и идти заниматься своими делами. Вы зададите вопрос: ну а что, если ребенок случайно выйдет из детского режима? Я вам сейчас объясню. Дело в том, что если он захочет выйти из детского режима, то у него опять всплывет push-уведомление, а за ним и панель с кодом, который пришел как раз таки на ваш номер телефона. И просто так ребенок выйти не сможет. Ну а если по какой-то причине вы сами забыли пароль и не можете выйти из детского режима, не бойтесь. Введя пароль неправильно 3 раза, вам на телефон придет новый пароль, который вы уже точно сможете надежно записать и не потеряете. Итак, друзья, резюмирую. Что же такое детский режим? Это безопасный режим, в который вы можете зайти, включая своему ребенку какой-нибудь мультфильм от 0 до 12 лет, ну и идти заниматься своими делами, не боясь, что он выйдет из этого детского режима. Ну а ваш ребенок сможет насладиться огромным количеством фильмов и мультфильмов. Также поговорим с вами о новых опциях, которые добавили в обновлении. Что касается дизайна, теперь у Билет-фильма новый логотип. Также если вы смотрите какой-то фильм или сериал, вышли, куда-то отошли по делам, по работе, вышли из приложения, потом, когда вы зайдете в Билет-фильм, ваш сериал, мультфильм или фильм будет на том же самом месте, на котором вы остановились. Очень удобно. Также под каждым фильмом или мультфильмом создана новая вкладка со списком всех участвующих в фильме или мультфильме актеров, зайдя в которую вы можете ознакомиться с актерами, которые принимали участие. Также, если вы захотите, то можете кликнуть по определенному актеру, и Билет-фильм покажет вам весь список фильмов или мультфильмов, в которых он принимал участие. Также стало чуть больше информации о медиа: озвучка, титры, язык и так далее. То есть вы сможете выбрать язык, на котором вы хотите смотреть. Также можете включить субтитры и поставить язык субтитров, с которыми вы будете смотреть какой-то фильм или сериал. Ну и также настроить скорость, с которой вы будете просматривать контент. Вот такое вот у нас получилось обновление. И по секрету вам скажу, что уже в следующем обновлении по вашим запросам добавится возможность просматривать трейлеры к фильмам или мультфильмам. Также в следующем выпуске мы с вами поговорим о добавлении нового контента Билет-фильм. Вот такое вот у нас получилось обновление. Напишите в комментариях свое мнение, задавайте вопросы, все учтем и ответим в следующем выпуске. Также напишите свое мнение о новом обновлении и ваши предложения, что бы вы хотели увидеть в будущих обновлениях. Ну а в любом случае на этом пока что все. Ставьте лайки, комментируйте, не забывайте про колокольчик, это важно. Так вы не будете пропускать новые интересные выпуски. Также не забывайте про старые, они тоже очень интересные. Ну и увидимся с вами, когда увидимся. Бывайте!